Здравствуйте, уважаемые телезрители! В студии Арифа Кабба мы вновь собрали для вас самые важные события и тенденции вокруг Абхазии. Все, что актуально на данный момент, что касается нас прямо или косвенно, или влияет на имидж республики. Итак, начнем. Всемирный фестиваль молодежи открылся 1 марта на федеральной территории Сириус в Краснодарском крае. Фестиваль пройдет с 1 по 7 марта по указу президента России Владимира Путина. Организатором события выступает Федеральное агентство «Росмолодежь». В фестивале принимает участие 20 тысяч молодых лидеров, в том числе 10 тысяч иностранных в сфере образования, науки, международного сотрудничества, культуры, волонтерства, благотворительности, спорта, бизнеса, медиа и других областях. Абхазию на фестивале представляет 108 человек. Белоруссию на фестивале представляет, например, 630 человек, Узбекистан более 200 человек, Таджикистан 275 человек. Также 360 человек прибыли из Индии, 100 человек представляют на фестивале Демократическую Республику Конго, 95 молодых людей из Бангладеша, порядка 100 участников представляют Аргентину. Кроме того, Сочи в рамках фестиваля посетили 15 американцев и делегация из КНДР. Как ранее отмечал президент России Владимир Путин, всего заявки на участие в фестивале прислали 300 тысяч человек из 190 стран мира. Кроме того, впервые в истории фестивального движения возможность принять участие в мероприятии получили подростки от 14 до 17 лет, 500 из России и 500 из-за рубежа. В рамках специальной детской программы «Начнем будущее вместе» в фестивале принимают участие 1000 школьников из 78 стран мира. По данным организаторов, заявки на участие подали школьники из более чем 144 стран. Среди иностранных претендентов отбор на программу прошли 500 участников. Помимо 20 тысяч участников на фестивале присутствуют эксперты, гости, волонтеры, партнеры, журналисты, представители медиасообщества, различные сервисные службы. В общей сложности более 90 тысяч человек будут находиться на площадке фестиваля. Участники и гости фестиваля собрались в так называемом городе молодежи мира, который развернули к событию в Сириусе. На этой площадке представлены 5 павильонов, регионов, парк миниатюр, сцена для выступлений. Организаторы подготовили участникам фестиваля насыщенную программу, которая строится вокруг таких тем, как ответственность за судьбы мира, многонациональное единство, мир возможностей для каждого, сохраним семью во имя детей и мира и других. На протяжении всего фестиваля будут проходить образовательные, культурные, научные и спортивные мероприятия. Гости фестиваля принимают участие в мастер-классах, дискуссиях, панельных сессиях и тренировках, увидеть выступления лучших творческих коллективов, а по вечерам провести время на концертах и ток-шоу вместе с известными артистами и другими участниками фестиваля. И, конечно, хочется отдельно отметить успехи абхазской делегации на фестивале. И, пожалуй, тут стоит начать с яркой победы спортсмена Харитона Агрба, которая на самом деле больше, чем спортивное достижение. Это довольно громкое имиджевое событие. Чего только стоил один выход Агрба под хорошо узнаваемую национальную абхазскую мелодию. Смотрите сами. Харитон Агрба! Сопровождение земляков из Абхазии! Харитон Агрба! В рамках турнира серии Лига ставок «Ночь чемпионов IBA» Харитон Агрба одержал убедительную победу над мексиканцем Хосе Мигелем Баррего. 10-раундовый бой завершился победой Агрба единогласным решением судей. Он стал претендентом на чемпионский пояс IBA в полусреднем весе. Отметим, что на профессиональном ринге серебряный призер Европейских игр 2019 года Агрба выиграл все 14 поединков, 9 из них нокаутом, а на счет
счету Барега 20 побед и 5 поражений. Спортивный триумф Харитона Агрба стал одним из ярких событий фестиваля. Вот еще несколько кадров с места событий. Единогласным решением судей одержал победу и стал претендентом на пояс чемпион мира IBF в полусреднем весе. Your winner by unanimous decision and eliminator world title IBA welterweight is Hariton. Но не только наши спортсмены радуют своими успехами. Не остались в стороне и другие участники фестиваля. Так, команда Абхазии заняла первое место в бизнес-игре «Завод». Игра была организована Сбербанком в партнерстве с Комитетом по молодежному предпринимательству «Опоры России». «Завод» – это уникальный игровой формат, в рамках которого команды получили практический опыт управления реальным предприятием. Они погрузились в атмосферу на заводе, распределяли роли, организовывали производство и сбыт. В игру были добавлены практические элементы ACG, забота о сотрудниках, корпоративные программы, противопожарная безопасность, страхование для защиты от возможного ущерба окружающей среде. Также сообщается, что представители абхазской молодежи заняли второе место на форсайт-сессии «Современный город молодых». Для участия во Всемирном фестивале молодежи в Сириусе в Сочи также побывал министр иностранных дел Абхазии Инал Ардзинбаб. Глава МИД Абхазии принял участие в сессии глобального форума молодых дипломатов, посвященной интеграционным объединениям на постсоветском пространстве. Там, в частности, он высказался за возможности будущих дипломатических отношений с Республикой Беларусь. В ходе своего выступления на глобальном форуме молодых дипломатов, проходящем в рамках Всемирного фестиваля молодежи в Сириусе, Инал Ардзинбаб отметил беспрецедентно высокий уровень абхазо-белорусского диалога. Это говорит о том, что в сложное время братские народы объединяются. В сложное время не нужно тратить время на тех, кто не хочет с тобой общаться. Нужно тратить время на тех, кто хочет с тобой общаться. И то же самое касается и нашей внешней политики. У нас, мне кажется, беспрецедентный уровень развития отношений с Беларусью, хотя у нас пока нет дипломатических отношений, но мы очень рассчитываем на то, что они в ближайшее время будут. Ну а прямо сейчас мы связались с руководителем абхазской команды, занявшей первое место в бизнес-игре на фестивале, Леоном Ласуря. Он поделился своим впечатлением от участия в фестивале и рассказал, что интересного происходит сейчас в Сириусе. Здравствуйте, Леон, рада вас приветствовать. Расскажите, пожалуйста, как сейчас обстановка, как атмосфера на полях Всемирного фестиваля, что происходит, какие у вас впечатления от первых дней? Здравствуйте, Арифа. Атмосфера прям такая рабочая, как вы знаете, многочисленная абхазская делегация представлена на этом мероприятии. Вот мы так решили, что будем делить свою делегацию, чтобы покрывать как можно больше площадок. Вот буквально в 16:00 будет чемпионат мира по футболу, он так и называется. Вот там представлена команда Абхазии. Вот после интервью пойдем болеть за наших ребят. Помимо этого, сейчас также на одной из площадок выступает министр иностранных дел Российской Федерации, господин Лавров. Там тоже наши ребята представлены. Вот, как я и говорил, пытаемся максимально все площадки покрыть, все осветить, все выбрать, скажем так. Это здорово. Я думаю, что фестиваль обязательно будет освещаться и нашей съемочной группой в гораздо более широком формате. Они тоже находятся сейчас с вами там, в Сириусе. Но также хотела бы сказать, насколько мне известно, вы являетесь руководителем той команды, которая заняла первое место в бизнес-игре. Во-первых, для нас это совершенно неожиданный момент и неожиданный формат. Расскажите, что из себя представляла эта игра? Наверное, надо начать с того, что соорганизатором этой бизнес-игры является «Опора России», а генеральным спонсором выступал Сбербанк. Вот это их продукт, игра называется «Завод», то есть моделируется полная деятельность завода. Вот. Нужно было собрать команду от 17 человек.
и вот поучаствовать в этой игре. Мы приглашение получили от нашего друга Эмиля Адлиба. Он вот как раз работает, является организатором данной игры. Вот он нас пригласил. Мы собрали команду, состоящую в основном из абхазов, и заявились, зарегистрировались на данной игре, приняли участие. Вот, и нам удалось победить. А как вам кажется, что именно отличило вашу команду, что привело вас в итоге к победе? Что это было, что вы представили, как это было? Ну, данная игра, она максимально реалистично приближена к реальной жизни. То есть у каждого была своя роль. Мы распределяли обязанности между участниками команды. Кто был финансовым руководителем, кто был генеральным директором, кто был начальником склада, цеха и так далее. У каждого была своя задача, своя должностная инструкция, которой нужно было следовать. На самом деле игра, она прописывает максимально детально обязанности каждого участника. И вот нужно было в рамках этой игры выстроить процесс так, чтобы каждый мог своевременно и в срок выполнить ту или иную задачу и по результату вывести финансовые, условно вывести завод по истечению 1 года. Мы моделировали деятельность завода в рамках 3 лет. И вот по истечению 3 лет тот завод, который заработал наибольшее количество денег, он побеждал. Вот нам удалось в течение 3 лет наладить производство таким образом, чтобы по итогу, естественно, финансовые показатели у нас тоже оказались выше, чем у остальных заводов. И мы вас с этим поздравляем. И мы думаем, что это хороший показатель и прекрасный успех. А также сегодня практически 4-й день фестиваля. Он начался 1 марта. И расскажите, вот как, на ваш взгляд, как участника, как, может быть, свидетеля, даже если вы не участвуете, понятное дело, во всех, скажем, площадках фестиваля, но многое наверняка наблюдаете. Что самое главное итоги, что является самым главным итогом для нашей делегации, для нашей команды? Ну, наверное, мы не будем говорить какие-то официальные вещи, то есть мы участвовали во многих круглых столах. Вот, была встреча с Чувашией, с главой республики, была встреча с Байконуром, с Краснодаром, завтра планируется с Казанью. Но, как по мне, самое главное – это то, что есть возможность коммуницировать с участниками данного форума, а их представлено здесь порядка 20 тысяч. И вот широко заявить о себе, рассказать про свою историю, про то, с чем мы сталкиваемся, что мы из себя представляем, донести до как можно большего количества людей свою культуру, свои ценности и просто громко заявить о себе. Мне кажется, нам это удается. И вот, как по мне, это вот самый главный успех. И как вам кажется, есть ли к этому интерес? Задают ли вам вопросы об Абхазии? Есть ли там люди, которые никогда не бывали у нас? Вот, есть ли вообще, чувствуете ли вы интерес именно к нам, к вам, как представителям Абхазии? Безусловно, чувствуем. Не знаю, наверное, это, конечно, субъективно, но, как по мне, наш флаг один из самых красивых. Поэтому участники часто задаются вопросом, откуда мы. И вот это вот как раз повод рассказать о себе. Максимально пытаемся носить с собой всю атрибутику. У нас есть и флаги, и гербы мы раздаем, есть и шоперы, и рассказываем. То есть интерес он есть, безусловно. И мы тоже со своей стороны пытаемся максимальное количество людей как-то привлечь, заинтересовать, рассказать. Другой момент – это спортивная победа, которая, в принципе, больше, чем спорт, Харитона Агрба во вчерашнем поединке. Я думаю, вы тоже присутствовали, как и многие, наверное, все, кто там находится на этом фестивале. Расскажите, вообще была какая атмосфера, как реагировали болельщики и как показался вам бой, потому что пока там, полностью мы его не видели. Ну, за Харитоном Агрба я слежу уже давно. Я считаю, что у него, как у профессионального спортсмена, есть все необходимые данные, чтобы претендовать на все основные пояса в боксе. Вот это был претендентский бой, который позволит ему боксировать за пояс IBA. Он его выиграл уверенно, то есть все судьи, вернее, 2 судей отдали ему все раунды, 1 отдал 9 раундов. То есть бой, можно сказать, так прошел гладко для Харитона.
Он уверенно выиграл. Бой был очень зрелищно. Накал страстей, я думаю, если вы посмотрите трансляцию Матч ТВ, как раз нам удалось занять места рядом с рингом. И мы очень активно поддерживали, болели за Харитона. Поэтому атмосфера на самом деле была потрясающая. И все остальные, не только Абхазия, поддерживала Харитона. В общем, все было на высшем уровне. И говорят, у него был очень впечатляющий выход. Как вы это оценили? Да, выход был потрясающий. Вот наши ребята в национальном одеянии сопровождали его под национальную музыку. Очень все это красиво смотрелось. И просто это очень красиво. У меня даже слов каких-то других нет, потому что, наверное, это излишне. Да, я думаю, что мы это обязательно все увидим в эфире, уже в интернете много есть роликов. И, как я знаю, еще будет несколько дней фестиваля, он, по-моему, продолжается до 7 числа. Есть ли какие-то события, которых вы очень ждете и которые вам интересны? На самом деле мероприятие, вот раньше у нас была запись, то есть каждый желающий мог зарегистрироваться на то или иное событие. Но вот сегодня приняли решение, что будут просто уже в порядке живой очереди принимать людей, потому что многие записываются, а потом не посещают мероприятия. Вот в связи с этим было принято такое решение. Мероприятий очень много, и, естественно, каждый записывается и идет туда, куда ему интересно. Для себя, наверное, не буду что-то выделять. А почему? Было бы интересно, что вы выбрали, куда идете вы. Ну, поскольку я оканчивал международные отношения, мне, естественно, интересны площадки, где обсуждаются какие-то политические, то есть политическая повестка сегодняшнего дня. Есть площадки по БРИКС, есть другие площадки, связанные с политическими объединениями. В общем, такая тематика мне более близка, поэтому я посещаю в основном такие мероприятия. Да, я думаю, вы и так осветите. Вам нужно, наверное, пообщаться еще с более молодыми представителями нашей делегации, потому что они очень активно себя проявляют на этом мероприятии. Они пытаются охватить прям все площадки. Да, это здорово. Я думаю, что мы обязательно будем в рамках наших эфиров связываться и с другими участниками фестиваля. Большое спасибо, что ответили на наши вопросы. На этом у нас сегодня все. Будем продолжать держать руку на пульсе событий. До новых встреч в эфире.